Да и потом очень много обворовал государства. Ведь по существу весь Таджикистан ограблен. Все промышленность, которые весь этот металл, все, что было в промышленности, все ушло. Поэтому Эмомали Рахмон сейчас будет стараться находить варианты для того, чтобы уйти от правосудия. Это единственная его возможность, которой он будет сейчас пользоваться этим. Ну, дело в том, что то, что он находится в Брюсселе, до этого мы видели, как он тянулся в Америку, потом тянулся в Англию, теперь тянется в Брюссель. Это называется политические игры для того, чтобы перед обществом себя показать, что он не такой тиран, что он такой добрый. Но до этого мы видели события и в Памире, и в Гарни, и видели, значит, на Хадженте, которые просто бомбовыми ударами, будем говорить, нанесли по промышленности. И видно было, что он из себя представляет. Наши тюрьмы, избиения, убийства, потери людей, и суда и следствия. Все это явно видно. И для этого он, конечно, сейчас будет стараться показать. Но не будем забывать о том, что до этого Эмомали Рахмонов хорошо играл на внешней политике в том, что он против терроризма, экстремизма и тому подобное. То есть он именно этим пользовался, что давал, значит, всему миру информацию ложную. На самом деле, вот эта вот игра, он старается выпрямить ту косую линию до президентских выборов. И потом я уверен, что он еще будет стараться схватиться с нами. Потому что единственное, которое с ним будет говорить правду и будет ставить его в угол, это вот именно наша группа, группа 24. Другие группы, как-то я понимаю, что ситуация такая, что в Таджикистане все будут бояться сейчас высказывать правду. Стараться будут плавно выйти с этого положения. Поэтому он сейчас чувствует реальную угрозу именно с нашей группы. Других пока я выступлений в округе не вижу, чтобы реально говорили, выступали и говорили, что Эмомали Рахмонов не только тиран и убийца, он еще и преступник. А я сейчас могу уже сказать, что он еще и мошенник, и жулик, подставные документы. Все это показывает о том, что он далеко от той реальности, которую он говорит. Тем более, что когда я уверен, что я вот выйду, и все документы, которые я выставлю, это будет показано, что как он подделал документы, каким путем, что он хотел добиться. Это покажет его другую картину, другую его историю. Хотя до этого в Таджикистане он 1000 раз это делал. Сотни раз это он делал и с другими людьми, и с другими партиями, и с другими, значит, людьми, которые лидеры были. Но в любом случае это явно показывать будет его слабость. А я свою программу буду вести до последнего. До тех пор, пока он полностью, не то что до выборов он должен сложить свои права. Обязательно он должен до выборов, потому что он, это тот игрок в политике, как за 20 лет научился лисьим ходом. То в одно время он показывает себя таким добрым, то он приходит в детские дома, протягивает голову, протирает маленьким детям. На самом деле, после событий в Памире очень много детей осталось сирот. Многие дети именно от его руки стали сиротами. Вот такие.